Приветствую вас, дорогие скорпионы, вы на канале Таро-дома, меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на весну этого года, 2024. Смотрим месяцы с вами март, апрель и май, и я буду смотреть на колоде 78 дверей, такая у меня колода есть, тут двери, видите, нарисованы на каждой карте, они или закрыты, или открыты. Будем смотреть 4 сферы: любовь, работа, финансы и здоровье. Если, допустим, выпадает на одну из сфер карта, где дверь закрыта, но это будет обозначать, что в этой сфере вас ждут какие-то сложности, преграды, препятствия, которые необходимо будет преодолевать. Если дверь открытая, это означает, что все будет идти легко, беспроблемно. И если, например, дверь открыта, то на эту сферу можно себе составлять какие-то планы, намечать. Если дверь закрыта, то лучше, конечно, эту сферу оставлять в покое, чтобы не усложнять себе жизнь, скажем так. В общем, посмотрим, какие карты выпадут. По-разному бывает. Бывают все хорошие выпадают, бывают все плохие, бывает 50 на 50, по-разному. В общем, посмотрим с вами. И почему я выбираю такой формат? Потому что 3 месяца большой период, очень большой, до 90 там с чем-то дней. Поэтому смотреть детально нет смысла. Большие прогнозы смотрятся в основном так, знаете, как в целом посмотреть, какой период будет, больше хороший или больше плохой. Потому что в течение периода у нас все идет волнообразно. У нас бывают, допустим, недели, когда все хорошо в одной и той же сфере, там недели, когда плохо. А общие, вот такие общие карты, они просто показывают, чего больше, хорошего или плохого. Так что вот так. Смотрим скорпиончики. Скорпиончики, весна, 2024 год. Покажите мне месяцы март, апрель и май. 4 карты, 4 основные сферы жизни. Открытые или закрытые двери будут для скорпионов в этих основных сферах весной этого года. Покажите мне для скорпионов. Значит, личная жизнь, весна. Открытая или закрытая дверь в личную жизнь, скорпионы. Работа. Открытая или закрыта дверь для скорпиона в работе весной. Открыта или закрыта дверь для скорпиона в сфере финансов. Открыта или закрыта дверь для скорпионов весной в сфере здоровья. Ну что, теперь смотрим. По каждой карте я вам кратенько опишу, что я в ней вижу. Начинаем мы с личной жизни с вами. Смотрим, что здесь. Ой, здесь выпадает король мечей. Дверь-то, конечно, открыта. Вроде как, да, карта говорит, что если ты что-то наметил, все должно получаться. К целям ты должен к своим приходить. Но мне не нравится сама карта король мечей. Это карта холодная, карта холода. Холода, отстраненности. Когда, видите, пара, причем здесь вот пара нарисована, что интересно, мужчина и женщина, но отношения у них как вот пациент и врач. Да, то есть такие отношения, знаете, не любовные. Возможно, в отношениях появится какой-то холодок в этот период, как вариант. Может быть, знаете, из-за чего? Кто-то из пары, допустим, плохо себя чувствует. Начинаются проблемы со здоровьем, или вы занимаетесь здоровьем. Нужно будет карту посмотреть. И поэтому иногда вот еще карта таким образом показывает, что, когда у одного из пары какие-то проблемы с самочувствием, то понятно, что тебе нет до любовных отношений. Поэтому может быть так. Король мечей еще может показывать, что ваш любимый человек может быть в этот период отстраненным, холодным, острым такой на язык, может быть зазнайкой, язвой, может много критиковать вас, может так проигрываться. Но также, это же карта еще и помощи. Возможно, в какие-то моменты, если вам нужна будет помощь, то он будет ее, или она, да, если смотрят мужчины, то она может эту поддержку и помощь давать. Но опять же, поддержка и помощь это одно, а теплые чувства, да, вот любовь, это все совсем другое. И здесь я вот этих теплых чувств, хотя казалось бы весна, да, самый такой вот период любвеобильный, но вот как-то нет здесь этого, нет. Сейчас я еще одну хочу пояснительную. Я хочу понять, здесь больше король мечей. Покажите мне, он проигрывается как поддержка и такие вот спокойные отношения, безэмоциональные. Или это все-таки больше с его стороны какие-то претензии, вопросы, критика? Вот покажите мне, как он здесь больше себя проявит, король мечей. Одной картой покажите мне. Работа, это скорее отстраненность больше.
поддержка, помощь. Тройка — это еще совместная работа. Больше все-таки поддержка. Поддержка. Не критика. Вот мне почему-то казалось, что будет больше критика, но нет, тогда выпала бы какая-нибудь мечевая карта, там паш мечей бы выпал. Ну что такое, я бы увидела, что это критика с его стороны, ну или с ее. Нет, карты показывают, что просто в лице любимого человека вы будете видеть поддержку, совместную какую-то деятельность. Вот как будто, знаете, что еще может быть? Как будто этот период вы больше заняты или работой вдвоем, может быть, заняты какими-то бытовыми вопросами, вопросами, связанными с документами. Допустим, нужно там переоформить какие-то документы, поменять паспорта. Может быть, вы переезжаете и нужно решить какие-то бумажные вопросы там с визами, с документами. Вот еще король мечей может показывать, что все внимание пары устремляется на работу вот с справками, документами. Вот так еще может быть, как вариант. Ну, к сожалению, любви я здесь не вижу. Вот если подвести итог в целом, таких вот прям романтических чувств здесь маловато. Здесь больше вот все на уровне поддержки, общения и дружбы. Как, знаете, когда люди много вместе лет проживут, и потом они просто вот как поддержка друг друга больше, а не любовники. Причем здесь даже это касается, вот если у вас, допустим, отношения только начинаются, эта карта то же самое касается и вас. Или, допустим, если у вас нет отношений, для вас может проигрываться как больше вот какое-то дружеское общение, больше поддержка, ну вот как-то не складывается именно любовь в этот период. Давайте посмотрим по другим сферам. Может быть, здесь работы много. Отшельник. Отшельник. Период обещает какие-то хорошие предложения вам, видите? А вы отказываетесь. Вы как будто ничего не хотите. Вот здесь карта холода. Здесь карта холода. Отшельник — это тот же холод, как и король мечей. Вот как будто вы, не безразличны, а не могу слово подобрать. Когда меня другие не интересуют. Это не безразличие, это что-то другое. Это когда просто вот ты зацикливаешься на себе, на своем мире. И тебе просто вот окружающие неинтересны. И тебе ничего не интересно. Не только личная жизнь, но и работа в том числе. А карта говорит, а работа обещает какие-то хорошие перспективы, какие-то интересные предложения могут быть. А вы от всего этого отказываетесь, потому что вам не нужны эти блага. Вам нужно что-то другое. Вы ищете что-то другое. И вы даже сами себе не можете объяснить, что вы ищете сейчас. Вот, может быть, у кого-то это уже началось, у кого-то это будет только весной. Как будто вы ищете какие-то ответы на вопросы, не можете найти, никто не может вам эти ответы дать. И от этого идет такое раздражение. Раздражение на весь мир от непонимания. Вот что-то такое здесь. Что-то такое. Ну, жалко, конечно. Жалко, когда мы из этого состояния, а оно для скорпионов свойственно, естественно, скорпионам его периодически переживать. Эта трансформация идет внутренняя, вы меняетесь, это как такая внутренняя ломка. Старый скорпиончик ломается, да, то есть и рождается новый, и поэтому вот это часто бывает. И вот жалко, когда в эти периоды именно идут какие-то на работе успехи, предложения, там еще что-то, мы просто это пропускаем, потому что мы это не замечаем в данный период. И тут карта мне то же самое показывает. Отказ от каких-то благ. Значит, вам надо что-то другое, вам не нужны эти блага. Сейчас, в принципе, многие к этому будут приходить. Нам вот этот период и дается, ближайшие 20 лет, чтобы люди поняли, что ценность не в этом. Ценность не в должностях, не в статусе, не в деньгах. Ценность в другом, она в другом месте. И вот у многих будут вот эти состояния какого-то отшельника, когда ты ищешь ответы на вопросы, ты понимаешь, что старый мир, он уже не работает, да, вот эта система, она уже не работает, когда все можно заменить деньгами. А по-новому еще люди не знают, как жить, они не умеют, не понимают. И вот эта ломка, она у всех будет очень тяжело проходить. Потому что никто не может объяснить и рассказать, как по-новому, а что делать, как жить. А по-старому ты уже не получается. Но это каждый должен сам пройти этот период. Осознать, переосмыслить, принять это. Так что вот так. Хорошо, давайте посмотрим. Тоже касается, если вы ищете работу. Вот карта говорит, что могут быть даже какие-то интересные предложения в этот период. Но вы как будто все время будете отказываться даже от хороших предложений.
Вот так. Смотрим деньги. Ну, здесь выпадает у нас такой герой сказки Али-Баба и 40 разбойников, у которого есть спрятанные сокровища. Поэтому с финансами проблем у вас не будет, карты показывают. У вас есть какие-то запасы. Даже вот то, что вы, допустим, для себя берете паузу в работе, ну, тут карта показывает, деятельности нет. Вы просто знаете, как работа идет по накатанной. Вот вы уже что-то там подготовили для себя, какую-то платформу, эта платформа просто едет. А ничего нового вы не делаете, потому что вот идет трансформация. И карта говорит, что это не влияет на финансы, на ваши. То есть финансы у вас есть. Либо то, что вы сделали до этого, приносит деньги, достаточные для проживания, либо у вас есть какие-то запасы спрятанные, которые позволяют вам при отсутствии, да, вот этой активной какой-то деятельности на работе все равно, в принципе, жить неплохо. Но, опять же, эти карты показывают, что вам многое не надо. Да, вот эти карты говорят о том, что мне достаточно просто иметь балахон и кусочек хлеба. И мне этого уже будет достаточно. Так что, то есть у вас тут запросы, в принципе, очень скромные. И ваших запасов хватит, чтобы себя содержать. По финансам я здесь проблем не вижу. Более того, наоборот, даже эта карта иногда показывает, что мы приобретаем что-то ценное. Ну, то есть у нас появляется больше денег. Так что даже, может быть, какие-то и увеличения доходов будут, несмотря на то, что вот деятельности нет. А увеличение доходов есть. Я не могу объяснить, каким образом это произойдет, но вот так даже может быть. Давайте посмотрим здоровье. Интересно, что со здоровьем. Паж кубков. Ну, это эмоциональные больше проблемы. Душа. Душа болит. Не тело болит, а душа болит. Тело у вас болело до этого. До этого очень долго, уже, наверное, где-то, ну, может, там, с год, наверное, точно. У Скорпиона все время выпадали плохие прогнозы на здоровье. То есть многие болели. У каждого что-то свое. Да, у каждого это были какие-то свои болезни. Кто-то часто вирусными болел, у кого-то там проблемы с легкими, с зубами, ну, по-разному. Это тоже своего рода трансформация. Тело, когда начинает болеть, когда болезни идут одна за другой, это тоже тело трансформируется. То есть это тоже нужно понимать. И вот, видно, физическая трансформация уже прошла, теперь начинается вот эта душевная, духовная ломка теперь идет. И карта показывает, душа болит, а не тело. Тело уже переболело. Поэтому вот так, Скорпионы, такой период. Не могу сказать, что что-то плохое выпало. Тут нету, знаете, вот таких разрушающих карт. Там десятки мечей, башни, когда вот все рушится, все пропало. Нет, ничего не пропало. Все вот так вот идет своим чередом. Но при этом вы переживаете внутреннюю такую сложную трансформацию сейчас. Вот весной. У кого-то уже началась, у кого-то вот уже буквально в ближайшее время этот процесс запустится. Поэтому понятно, что не хочется ни работать, не хочется ни отношений, ни денег тебе, ничего не хочется. Тебе просто хочется, чтобы это состояние уже прошло. Это единственное, чего тебе хочется. Ну, так вот, по-другому оно не бывает. Оно только идет через вот эти ломки, да, вот как будто тебя выкручивают всего изнутри. Но вы найдете, видите, карта поиска. Он ищет в пустыне воду. И он эту воду найдет, потому что у него есть лоза, а лоза помогает находить воду. Так что вы найдете то, что ищете. Возможно, это вот произойдет весной. Это трансформация, вы найдете ответы на вопросы, да, вот, а как жить дальше. Причем Скорпионы одни из первых начинают проходить. Это сейчас вот вся планета начнет этим страдать, этим болеть, а Скорпионы, так как знак пограничный такой между одним и вторым миром, Скорпионы обычно первые начинают это чувствовать, и первые начинают это переживать. И потом Скорпионы учат других, как это легче. То есть они на своем опыте потом рассказывают другим, как это пережить. Давайте сейчас я спрошу, я правильно здесь все поняла? Скажите мне, я правильно поняла, что период будет достаточно простой, легкий в плане каких-то событий жизненных, их не будет, но зато тяжелый в плане душевных переворотов. Я правильно поняла? Да или нет? Просто скажите мне. Я правильно здесь считала? Да,
Однозначно, да. И карта говорит, вы уже такое переживали, 6 кубков, такое уже было. Потому что скорпионы за свою жизнь не один раз проходят эти трансформации, когда старый скорпион ломается, да, то есть из него рождается новый. Вы уже это проходили, карта говорит. Ну, просто сейчас это будет прям такого, возможно, еще не было, такого масштаба, как сейчас будет у вас. Вот так, скорпиончики. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к следующему знаку. Жду вас на своих новых видео.